Каждый год исследовательские компании публикуют рейтинги лучших городов. В первой тройке оказались популярны у туристов города, такие как Лондон, Нью-Йорк и Париж. Однако, по нашему мнению, Алматы тоже может посоревноваться с такими крупными городами. Почему бы и нет? Развитая инфраструктура, добрые люди, отличный климат. А жизнь здесь просто кипит. Ну а давайте о самом интересном я расскажу сейчас. Может случиться дежавю, если вы попадете на улицу Жибек-Жолы. Ее также называют местным Арбатом. Она такая же, как и в Москве. Здесь много заведений, сувенирных магазинов, а также уличных музыкантов и художников. Вся молодежь гуляет именно здесь. А атмосфера очень веселая. Ну и находясь недалеко отсюда, мы решили прогуляться по улице Панфилова. Здесь проводят каждые выходные ярмарки, где продают различные сувениры и украшения, которые вы можете приобрести. Ну а покупая какое-нибудь изделие, вы можете послушать уличных музыкантов. Но, к сожалению, сегодня никого нет, потому что сейчас 9 утра и будний день. Однако нам повезло, потому что чуть позже пришли мастера и разложили свои изделия. Ну а на самой ярмарке все ручной работы. Как вы видите, здесь множество видов мыл. Тут даже есть соль для ванны. Там национальные украшения. С этой стороны тоже украшения из различных бус. А также, если пройдете ниши, то там все связано именно с нашим, знаете, казахским народом. Весь этот колорит. Вот эти вот сумочки, это делаю я. Это давно забыто старое. Я еще в советское время это все делала. Сейчас вспомнила, и вот оно пользуется успехом. Даже вот сколько уже сумочек моих за границу улетели. Все это делаем с любовью, все для вас. Просим вас посетить нашу ярмарку. Она проходит у нас каждый день. Так мы доходим до казахского Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, старейшего в городе здания, построенного в 1934 году. Если есть время, то обязательно сходите на оперу или балет, не пожалеете. А билеты не такие уж и дорогие. Они стоят от 1500 до 2000 тенге. Кстати, у нас в Алматы всего 10 государственных театров, которые направлены на разные аудитории. Да и огромнейший плюс в жизни Алматы, что здесь есть доступный спорт. Люди могут заниматься как на площадках, так и собираться группами на разных локациях, совершенно бесплатно. Кстати, об этом я рассказывала в прошлом сюжете. Ну и еще, что я считаю очень крутым, это то, что в Алматы очень часто проходят концерты разного формата. Также устраивают киновечера под открытым небом. И это лишь малая часть того, что происходит в жизни нашего города.